Международный фестиваль «Музыка гордых» проходит уже в третий раз. Он начинался в Нижнем Новгороде. В первый год финальное событие собрало 30 тысяч зрителей. В прошлом году фестиваль расширился. Мероприятия прошли на 2 площадках – в Нижнем Новгороде и Москве. А финальный концерт посетили уже 200 тысяч человек. В этом году проект приобрел международный статус. Финальное мероприятие состоится 26 августа в Сухуми. Возможность 3 финалистам каждого из 7 направлений, 7 номинаций быть услышанным на радио «Гордость», а это у нас, если не ошибаюсь, 73, по-моему, города, 73 города нашей необъятной страны, от Владивостока до Калининграда, быть услышанными, признанными, выйти на большую, новую для себя, может быть, аудиторию для кого-то. И мы получили количество конкурсантов вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, втрое больше, чем в позапрошлом. Общественное пространство «Мы вместе» откроется в Сухуми. Оно станет домом российско-абхазской дружбы, отметил на пресс-конференции замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. На новой площадке будет располагаться крупный медиацентр, 2 аудио и 3 видеостудии. «Музыка гордых» и радиостанция, по словам Журавского, также станут сопродюсерами этого проекта. В день международного признания независимости Абхазии на одной сцене выступят звезды абхазской и российской эстрады, а также финалисты конкурса. В основной программе концерта выступления групп «Любэ», «Свинцовый туман», «Лепнина», артистов Айола, Султана Лагучева, Близги, Васи Писаренко, Авто Канджаря, Виктории Лаби, Валерии Пецхеля, МК-545 и Государственного детского хореографического ансамбля «Абаза». Но отдельно я бы хотел заметить, что гостей фестиваля ожидает особый музыкальный подарок. Это специально записанные песни, совместные. Я думаю, это будет очень хорошо. Но мы это расскажем прямо со сцены. Всего на конкурс поступило 2048 заявок из 250 городов России, 58 заявок из Абхазии. Экспертный совет отобрал около 100 исполнителей, после чего жюри определило 3 лучших в каждой из 7 номинаций. Конкурс дает возможность российским и абхазским музыкантам попасть в ротацию федеральной радиостанции «Гордость», а также выступить вместе со знаменитыми артистами на главной сцене фестиваля. «Музыка гордых» – это культурный код, объединяющий народы через общие ценности, историческую память и любовь к родине. В этом году вообще настолько был масштабный конкурс и настолько сложный конкурсный отбор, что, несмотря на большое количество критериев, я некоторые из них упомяну, у нашего жюри во главе с народными артистами России, заслуженными деятелями культуры Николая Расторгуева, Игоря Матвиенко, Александра Шаганова, Вячеслава Подолики, были представители Абхазии в жюри, министр культуры Дауд Кове и многие другие. И настолько был сложный выбор, потому что уровень очень сильно вырос. На пресс-конференции журналистам рассказали и о подготовке города к масштабному музыкальному событию. Мы со своей стороны, со стороны администрации, как в принципе всегда, поддерживаем все проекты, которые реализуются на территории города Сухум. И тут совместно с организаторами, с силовыми структурами, с коммунальными службами мы подготовились к этому мероприятию. Как мы знаем, те участники, которые побеждают, те, которые выиграли различные номинации, они в дальнейшем будут участвовать в различных российских проектах, в том числе будут крутиться на радио гордых. На самом деле такой формат, он чем полезен? Тем, что имеет пролонгирующий эффект, и не только после того, как закончилось мероприятие, после него остается не только впечатление, но и надежда на то, что наши популярные артисты станут известны не только в рамках Абхазии, но и на территории России. Заслуженная артистка Абхазии Хибла Мукба отметила, что уже само участие в конкурсе является значимым событием и большой победой для каждого участника. Я очень рада за всех артистов, уже состоявшихся, за тех, кто делает первые шаги, что у них есть возможность участвовать в таком масштабном мероприятии. Это правда огромная поддержка. Я просто по своему опыту понимаю эту возможность, которая сегодня выпала для конкурсантов и для всех участников.
Организатор международного фестиваля «Музыка гордых» фонд Николая Расторгуева. Поддержку проекту оказывает президентский фонд культурных инициатив. Шазина Ханагова, Заур Илиев, Абхазское телевидение.